Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет программу «Редколлегия». Главные новости из жизни республики разбирают и анализируют журналисты и редакторы уфимских СМИ. Здравствуйте, мы начинаем программу «Редколлегия» на волнах радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. У микрофона сегодня Руслан Валиев, а вместе со мной наши гости. Это обозреватель портала Башмедиа Дмитрий Колпаков. Приветствую, Дмитрий. И с минуты на минуту подойдет главный редактор информационного агентства Башинформ Артем Валиев. Но нам надо начинать, поэтому мы уже приступим к нашей программе. Я напомню нашим радиослушателям, что у нас ведется прямая трансляция в Фейсбуке и на Ютубе, а также у нас доступен номер для ваших СМС-сообщений с вопросами и пожеланиями +7 927 304 1051. Напомню для тех, кто нас слушает в первый раз, или даже сообщу, что «Редколлегия» — это программа, где мы вместе с редакторами и журналистами уфимских изданий обсуждаем информационную картину недели. Как правило, мы начинаем с первой рубрики, которая называется «Топ-3 новостей». Несколько изданий среди наших коллег прислали свои топы, и я начну озвучивать наиболее читаемые материалы тех наших коллег, которые эти данные нам предоставили. Уральская независимая газета. У них первое место. Это материал, который называется «Папа девочки из Уфы с редчайшим заболеванием выиграл суд у Минздрава Башкирии». Кстати, интересная статья, очень большая. Девушка, уже практически взрослая, с синдромом короткой кишки, в общем, нуждалась в лекарствах. Минздрав отказывался эти лекарства предоставлять, и в результате судебных разбирательств суд постановил, что государство должно эту ситуацию решать. Второе место у Уральской независимой газеты. Командира авиалайнера, который спас пассажиров из Уфы, наградили орденом Салавата Юлаева. Кстати, Дмитрий, по-моему, многие об этом написали, да? Да, и причем вчера было награждение, кстати, еще одно награждение в Конгресс-холле. Некоторые задавались вопросом, а не второй ли раз, потому что первый раз новость о том, что они будут награждены, прошла буквально там через несколько дней после того, как событие случилось в августе. Да, то есть самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings сел в Уфе с горящим двигателем. И вот как бы тут уже дублирование, уже, видимо, надо было использовать как-то повод, видимо, вчера на коллегии Госкомтранса, вы помните, уже награждали уже работников аэропорта. Mm-hmm. То есть не только летчиков, не которые только летчиков, и работников, там, водителей пожарных машин, там, скорой помощи и так далее. Mm-hmm. Третье место в Уральской независимой газете. Хотелось кушать и тепло. Сирота из Башкирии рассказала о жизни без законного жилья. Тоже, кстати, интересная статья. Заголовка хочется плакать уже. Ну, в общем, там и фотографии такие трогательные. Что интересно, очень добрые воспоминания у девушки о детдоме, где она прожила много лет, но, соответственно, все то, что ее ждало уже за порогом детдома, это такие неприятные вещи, столкновения с чиновниками и тем, как они пытаются, так сказать, решить жилищные вопросы сирот. Так, далее. Медиакорсеть. У них первое место. Вооруженная до зубов банда 2 года терроризировала бизнесменов. Материал о бандитах Стерлитамака и Ишимбая, которые, соответственно, в этих двух городах и районах несколько лет терроризировали предпринимателей. Чувствуется рука мастера прямо-таки, заголовка. Не знаешь, кто писал? Не знаю, но знаю, кто заголовок сочинил. Видимо, Разив. Видимо, да. Кстати, я не помню, вот, кто не обратил внимания. Второе место. Синоптики рассказали, когда в Башкирии начнет таять снег. Не читал? Нет, не читал, но как-то по погоде я вижу, что не скоро. Не скоро, к сожалению, да, действительно. Но вот, как видим, да, людей интересуют такие вещи. Как только кто-то напишет о том, что-то больше, чем температура воздуха на завтра, сразу количество желающих прочитать увеличивается. Увеличивает статистику, на самом деле, тоже заметил. Количество заходов на сайт и так далее. Так что самое время задуматься, тем более весна начинается, да? Сколько там снега навалило, сколько раз переходов через ноль, а если учесть, что у нас там что-то почитали 50 переходов за ноль у нас весной бывает, то 50 новостей можно написать. Сегодня был переход, да, типа? Я помню, Ерик Илалов, кстати, когда оправдывал ситуацию с асфальтом, он говорил, у нас за зиму там 68, что ли, переходов за ноль. И действительно такие зимы были. А вот в этом году, по моим таким наблюдениям дилетантским, переходов через ноль практически не было. Вот как мороз ударил там в декабре в начале, да, и с тех пор, в общем, у нас была минусовая температура. Хотя, конечно, тут надо смотреть статистику. Я здесь не специалист. Третье место медиакорсети. В Башкирии наказали тех, кто выгнал школьников на мороз. Вот, значит, история со школьными автобусами. Как мы видим, здесь в основном, да, все такие бытовые истории. Про Уфу. Первое место. Ну вот, в принципе, туда же, да. В Уфе женщина родила в туалете и смыла младенца в унитаз. Второе место. Хабиров разозлился. Мэра Сибая готовят на выход? Знак вопроса.
Тоже, кстати, это любят наши коллеги с правов. Ну, я думаю, подискутируем еще попозже на эту тему. По поводу статьи этой. Да. Ну, если... Хорошо. Третье место. В Уфе подросток умер, сидя за компьютером. Совершенно идиотская история какая-то, как так можно было. Я сначала подумал, что что-то, видимо, полез куда-то там, да, за электрику какую-то задел, а тут просто разобрал системный блок компьютера и так. Нелепо, да. Что-то вообще нелепо абсолютно. Так, значит, про Уфу я озвучил. Далее, «Коммерсант». Первое место. У бывшего вице-премьера Башкирии проведены обыски. Ну, кстати... Да, кстати, хороший сериал начинается, да, согласен. Да, интересно. Мы тоже об этом писали, об этом скажу позже. Второе место. Приговор прошел под плач и плакаты. История, запрещенная в Башкирии организации Хизбут Тахрир и приговора. Да, вот самый, один из свежих материалов. Третье место. Взрыву на Уфа-Нефтехимии подобрали исполнителей. Продолжение истории взрыва 2016 года на заводе. Это «Коммерсант» был. И еще что у нас тут есть? Так, «Комсомольская правда». Живут затворниками и никому не открывают, как сложилась судьба уфимской семьи, которая выиграла $1 миллион. Я читал, кстати, замечательная история, молодцы коллеги. Уже совсем все забыли об этой семейке, которая... Хиснатуллин, да? Да. 2001 год, бинго, лотерея. Все забыли о них уже. Ну, вот как бы надо поднимать героев прошлых лет. И вот я с удовольствием, я как бы хочу сказать спасибо комсомолке, интересный материал. Ну, недаром первое место у них по статистике просмотров. Второе место. ЧП в небе над Уфой. Самолет при посадке не смог выпустить стойку шасси. Господи, да, это так, каждый день у нас что-то такое происходит по стране. Это, кстати, не случай, о котором большинство написали, случай над Москвой, да, где чуть не была авария. Это другой случай. Это самолет военно-транспортный Ил-76, большой, советский, так скажем, да, чуть, соответственно, не разбился у нас здесь. Ну, наверное, я утрирую. Не то чтобы не разбился, чуть не произошла авария. Коттеджи стоимостью в 4 поликлиники. Как в Уфе живут бывшие президенты и министры. Это третье место среди топов «Комсомольской правды». Интересная, кстати, должна быть. К сожалению, не читал, потому что данные вот только-только получил. Так, кто у меня остался еще? Назову, что у нас на сайте «Эхо Москвы» в Уфе. Первое место... В Уфе 14-летнего подростка убило током. Могу сказать, что здесь просмотров просто в разы выше, чем по другим материалам. Второе место, кстати, очень уверенно у нас занимает интервью Евгения Ройзмана, который у нас был уже на прошлой неделе. У башкир есть один очень серьезный плюс. Они с большой любовью относятся к своей земле, и это ощущается везде. Такую фразу, его цитату мы вынесли в заголовок, и материал занял второе место. Бывший вице-премьер Башкирии Евгений Гурьев задержан на 48 часов. Здесь же, как бы на втором месте. Правильно, да. И третье место у бывшего вице-премьера Башкирии Евгения Гурьева прошел обыск. Продолжение темы. Так, ну что, в принципе, коллег мы озвучили. Расскажи, Дмитрий, что у нас на Башмедиа. У нас упорно держится по чтению материал, посвященный тому, что в Челябинской области построят водопровод, который отожмет 120 миллионов кубометров воды в год для нужд Челябинской изуфинки. Кстати, вопросы задавать начали наши гости. Отвод, да, будет небольшой, и здесь надо будет некие пояснения сделать все-таки. Так, новость не этой недели, конечно, но с прошлой недели держится о том, что штаб Навального анонсировал фильм расследования о Константине Толкачеве. Тоже хорошие были по соцсетям, кстати, были отзывы хорошие. Ну, то есть материал с анонсом набрал? Анонсом, да. Но я хочу сказать, что этот ролик сегодня вышел, он как бы в Фейсбуке и в Ютубе уже лежит. И если будет время, тоже о нем поговорим. И вот буквально хорошо пошла сегодня новость сегодняшнего утра. Это то, что на одного из вице-мэров Уфы, Аслана Тухватшина, может быть возбуждено уголовное дело. Связано с тем, что как бы он выделил 24 гектара, он согласовал, точнее, выделение 24 гектар под СНТ, где были всего 3 учредителя, одним из которых является его сестра. Вот, что тут, в принципе, по моему мнению, на мой взгляд, субъективно, это уже как бы превышение должностных полномочий и, возможно, как бы, как это называется, конфликт интересов, да, конфликт интересов. Ну вот такой топ публикации. Да, могу, кстати, заметить, история новая. Есть материал, посвященный, ну, правда, не на нашей территории, также у челябинцев находится. Разворачивается история экологическая в Миасе. А Миас находится почти на границе с Челябинским районом.
в 9 километрах от границы с Учинским районом будет строиться ГОК, очень большой, на кругу горе. То есть их ждет карьер типа Сибайского? Да, типа Сибайского карьера. Причем там, насколько я понял, из сообщений местной прессы, как бы из сообщений там челябинской прессы, что все так быстро прошло, быстро обсуждение, какие-то формальные публичные слушания, о которых узнали совершенно случайно. Туда успели заявиться 20 человек из горожан неравнодушных, и публичные слушания были, по-моему, признаны не состоявшимися. Вот, но просто как бы все повторяется снова. Я хочу напомнить, что когда Вассельсбергер начал строить вблизи Челябинской области, около Магнитогорска, шли согласования по строительству завода сухих смесей, челябинцы также подняли волну экологического протеста, что, мол, типа, с Абзелилского района будет ветер нести как бы вот эту пыль в их сторону. Кстати, сейчас вообще легко эту тему поднимать на фоне сибайских событий любым экологам. Да. Вот. А здесь совсем наоборот, то есть как бы здесь почти что в 9 километрах от Учинского района будет строиться большой УГОК. Кстати, газета «Коммерсант» Челябинска, одним из бенефициаров, называет этого проекта бывшего депутата Госдумы Марселя Юсупова. Как интересно. Да. Он же сам челябинец. Так. Вот. Такие вот публикации. Мы сейчас должны послушать нашего еще одного гостя, главного редактора информационного агентства «Башинформ» Артема Валиева, но, к сожалению, срочные дела заставили его выйти за пределы нашей студии. Но у меня есть его статистика, его данные, поэтому я озвучу без него. На первом месте в топе «Башинформа» бизнес-джет, летящий в Уфу, едва не столкнулся с Боингом в небе над Москвой. Речь о том, что бомбардир «Челленджер» 600 19 февраля в 15:30 вылетал из Внуково якобы в Уфу, и якобы, опять же, не послушав там требования диспетчеров, он чуть не столкнулся с самолетом ЮТР, который летел в Москву из Петербурга. Но, кстати, поздно вечером того же дня авиакомпания ЮТР опровергла эту информацию, прокомментировала ее агентству ТАСС и, в общем, сообщила, что никаких инцидентов с их самолетами не было. Вот. Уточнить более подробно я пытался в нашем аэропорту, а кто же мог прилететь этим бизнес-джетом, да, естественно, что за пассажиры. Кому он принадлежал. Могу сказать, что не удалось выяснить. Но я посмотрел, вот вчера, получается, 21 числа, точно такой же самолет прилетел в Уфу из Магнитогорска. Совсем короткая дистанция. И по неподтвержденной информации, вот этот, который вчера прилетал, он то ли обслуживает, то ли принадлежит ММК. ГМК. ММК, не УГМК, а ММК. Да. Магнитогорск. Здесь, конечно, сложно утверждать однозначно. И тем более, если связь вот вчерашнего с тем, который был 2 дня назад, это, конечно, вопрос отдельный. Но бизнес-джеты, для тех, кто вот интересуется, приложение Flight Radar 24, они отражаются в небе, но увидеть серийные номера, чтобы потом поискать Если бы на еще сайтах... не отображали список пассажиров, вообще было бы здорово. Ну, это, конечно, вряд ли. Ну, например, гражданские самолеты легко отследить, как бы по серийному номеру, вычислить там дату производства, откуда, родом, сколько лет, ну и уж тем более, какой авиакомпании принадлежит. Так, это было первое место Башинформа. Второе место. В Башкирии врач, отказавшийся госпитализировать бабушку с переломом, уволен. Интересная история, кстати, мы тоже за ней следили. Я сам звонил, в общем, выяснял, что как. Он действительно уволился, но по собственному желанию, потому что Минздрав увольнять его не требовал. А на тот момент, когда он увольнялся, проверка Минздрава еще не закончилась. В Башкирии в суде рассмотрят дело о взрыве на нефтяном заводе с 6 погибшими. Это 3-е место Башинформа. Кстати говоря, тоже, как и у некоторых других коллег, эта история набрала множество просмотров. Ну что, с топом 3, наверное, будем заканчивать. По всем изданиям прошлись. И у нас следующий раздел нашей программы – это события недели. Каких-то ярких вещей на этой неделе почему-то я не увидел, да, но мне вот показалось важным, что есть пара событий, которые, наверное, заслуживают внимания. Это начало недели, оперативное совещание в правительстве. Ради Хабиров извинился за главу Сибая, да, то есть он лично не постеснялся, в общем-то, извиниться, и, на мой взгляд, вот это, и не только на мой, кстати, многие наши эксперты, гости так говорили, то есть способность извиниться вообще... Так это Кадыровщина включилась.
Ну, может быть. Вообще, первый это начал в России все-таки, наверное, Борис Ельцин в 99 году, 31 декабря. Это был такой шаг довольно сильный, на мой взгляд, он, в Нет, общем, если остался. вспомнить вчерашнюю историю с пресс-конференции «Коммерсанта», где были внезапно, где появились студенты, которые писали якобы, подписывали петицию против адвокатской палаты, Мгм. и они также публично извинялись. Понятно. Я говорю, какая-то Я про политиков довольно большого масштаба, да, Мгм. то есть глава региона в данном случае все-таки первое лицо республики, и, в общем, риторика у него разнообразная, довольно-таки жесткая часто бывает, но здесь он извинился, и это, в общем, чего-то стоит. Мгм. Это одно событие, а второе, менее значимое, на первый взгляд, но не часто такое бывает. А именно, Горсовет Благовещенска отказался отправить в отставку мэра Рустама Бадыкшанова. Благовещенск наш, республиканский, да, тот самый, который рядом с Уфой находится. Неожиданно, по словам депутатов, мэр пришел утром на заседание их горсовета, у них была одна повестка дня, и вдруг он вносит в эту повестку прошение об отставке с формулировкой, что он устал. Депутаты Я устал, удивляются. я ухожу. Примерно так. Депутаты говорят, ну как же так, вы не можете уйти, у нас выборы главы региона в республике, у нас нет достойных кандидатов в городе, оставайтесь, пожалуйста, доработайте до конца срока, который истекает в 2020 году. И, соответственно, депутаты чуть ли не единогласно отклоняют прошение об отставке, и он остается работать с просьбой, ну тогда, если типа вы меня оставляете, пожалуйста, помогайте мне больше, чем помогали до сих пор. А честная зарплату ему платить будут, нет? Ну а как иначе? Ну, если остается он работать. заяву написал, а как бы на общественных началах, получается, он остался? Зачем? Он остается. Заявление отклонили. Заявление отклонили? Полностью отклонили, он остается Отлично. работать в законом положенный Мне срок. было бы интересно, если бы хоть один мэр в Башкирии работал бы, ну, как бы за условно 1 рубль, грубо говоря. Было бы прикольно. Было бы Общественных прикольно. началах. Ну, мне кажется, в малых городах это маловероятно, но вот в крупных городах типа Уфы вполне себе, да, особенно Ну, если человек приходит с большим стажем. Блумберг в Нью-Йорке же работал за $1. Вот, тут масштаб должен быть, да, то есть человек должен быть такого масштаба, что он в деньгах уже не нуждается. как бы. Да-да-да. Но здесь я почему эту тему взял? У нас так не принято, как правило, да, то есть мэр обычно у нас случайно не приходит просить об отставке, и это не является сюрпризом, как правило, ни для кого, и, в общем, все Да-да-да. голосуют предсказуемо. А тут что-то пошло не так. Благовещенску повезло просто, на самом деле. А ты как думаешь, где что-то пошло не так? То есть действительно человек устал или что-то есть другое в этом? А может быть, телефон не работал, не могли дозвониться до КФ-46? Вот, как бы посмотрим, что будет дальше, потому что депутат Князев, по-моему, по фамилии, с которым я разговаривал, который, кстати, еще минувшей осенью требовал его отставки в связи с потенциальным строительством мусорного полигона. Да-да. Вот, он оказался среди его сторонников в этой ситуации, сказал, что мы требуем, чтобы он до конца работал, и добавил, что мы не удивимся, если он через месяц-другой еще раз подаст соответствующее прошение, ну, типа, тогда посмотрим. Но вот сейчас, типа, мы его не отпускаем. Ага, Такая интересная история. Так, у нас время, кстати говоря, подходит к перерыву. Я напомню, что в эфире на «Эхе Москвы» в Уфе передача «Редколлегия». Это программа, где мы вместе с редакторами и журналистами уфимских изданий обсуждаем информационную картину недели. Продолжим после перерыва на новости. Далеко не уходите. В Москве 13:30. Здравствуйте, в студии Александр Плющев. В эфире выпуск новостей. В Кремле не считают критической ситуацию с управлением в Карачаево-Черкесии. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Этот вопрос был задан в связи с появившимся вчера расследованием Фонда борьбы с коррупцией, где говорилось о том, что Кабардино-Балкария, по сути, управляется одним из местных кланов. Песков также отметил, что недавний арест сенатора Рауфа Арашукова – это не разовые действия и не компанейщина, а ежедневная работа в сфере борьбы с коррупцией. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать запрет стеклянных кабин и клеток в залах судов. Срок исполнения этой директивы до 1 апреля этого года. В конце прошлого года в Госдуму был внесен соответствующий законопроект, однако его критиковала председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, по словам которой сама по себе инициатива правильная, но нельзя забывать о безопасности всех находящихся как в здании суда, так и в зале заседаний. Новым президентом Российского футбольного союза стал председатель Совета директоров «Зенита» Александр Дюков. Таковы итоги выборов, которые прошли на внеочередной конференции РФС, рассказывает Константин Пахмелов.
Выборами мероприятие назвать можно было с большой долей условности. Дело в том, что Дюков являлся единственным кандидатом на пост президента РФС. К тому же его кандидатуру поддержали многие субъекты России и клубы футбольной премьер-лиги. К слову, сам Дюков заявил, что в случае назначения на должность президента покинет «Зенит». В итоге за Александра Дюкова все собравшиеся проголосовали единогласно, даже без единого воздержавшегося. Место президента РФС стало вакантным после того, как 19 декабря прошлого года было объявлено об уходе с должности Виталия Мутко. Пост временно занял действующий президент российской премьер-лиги Сергей Пряткин. Сегодня же был избран новый состав исполкома РФС, куда вошли в частности Леонид Федун, Сергей Галицкий и Евгений Гинер. За минувшие сутки в Москве поступило более 700 сигналов о минировании банков. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в правоохранительных службах. Также злоумышленники сообщили об угрозах взрыва в 14 школах, 2 госучреждениях и 7 коммерческих объектах. А опасных предметов не было найдено ни по одному адресу. Агентство «Интерфакс» сообщает, что сегодня стали поступать сообщения об угрозе взрывов ряда магазинов торговой сети «Лента». Официальный курс доллара на завтра 65 рублей 51 копейка, евро 74,33. В Москве сейчас минус 8, предстоящей ночью минус 12,14, завтра днем 5-7 градусов ниже нуля, днем местами снег. Александр Плющев, служба информации, «Эхо Москвы». Благотворительный фонд «Изгелек» обращается к неравнодушным слушателям «Эхо Москвы» в Уфе. У 8-летнего Малика Мамаджанова из Стерлитамака редкая аномалия развития органов брюшной полости. Малыша дважды оперировали в России, но безуспешно. Помочь ему может только операция в сербской клинике «Белмедик» стоимостью более 1 000 000 рублей. Помочь просто. Пришлите СМС с текстом «Изгелек» пробел сумму пожертвования на номер 3443. Спасибо за помощь. Более подробную информацию вы можете найти на сайте благотворительного фонда «Изгелек». По понедельникам в студии «Эхо Москвы» в Уфе подводить итоги прошедшей недели будет Азамат Саитов и его гости. Каждый понедельник вместо программы «Персонально ваш» слушайте программу «Послесловие» с Азаматом Саитовым после 15 часов. В Уфе есть люди, у которых есть особое мнение о том, что происходит. Более того, в Уфе есть люди, что не боятся высказать его вслух. По будням эти люди приходят на «Эхо Москвы» в Уфе и отвечают на ваши вопросы. Слушайте программу «Персонально ваш» со вторника по четверг после 15 часов. По понедельникам и четвергам после 13 часов в студию «Эхо Москвы» в Уфе приходят те, кто хочет сделать наш город лучше. Слушайте совместную программу «Эхо» и Центра современного искусства «Облака» «Парк искусств». Ведет программу Валерьян Гагин. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски». Икона. Түс. Икона в стиле аниме. Аниме üslubunda түс. Икона в стиле аниме. Аниме üslubunda түс. Русская православная церковь обратила внимание на иконы, нарисованные в стиле аниме. Рус православ şirkevi аниме üslubunda рәсем ителгән төсләргә игътибар биргән. Русская православная церковь обратила внимание на иконы, нарисованные в стиле аниме. Рус православ şirkevi аниме üslubunda рәсем ителгән төсләргә игътибар биргән. «Эхо Москвы» в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски».
Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет программу «Редколлегия». Главные новости из жизни республики разбирают и анализируют журналисты и редакторы уфимских СМИ. Продолжаем программу «Редколлегия» на радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. В студии Руслан Валиев и обозреватель портала «Башмедиа» Дмитрий Колпаков. Главный редактор информационного агентства «Башинформ» Артем Валиев, который был в начале перед началом нашей программы в студии, был вынужден, к сожалению, сначала отлучиться, а потом и покинуть редакцию, потому что возникли срочные дела, за которых он извиняется перед нашей аудиторией. Вот, ну что ж, дела, как говорится, государственной важности наверняка не ждут отлагательств. А мы продолжим с Дмитрием нашу сегодняшнюю милую беседу. Тем более, что у нас идет вторая часть нашей программы, а именно мы говорим о событиях недели. Значит, что еще я хотел отметить со своей стороны? Значит, я сказал, что Хабиров извинился за Авзалова, это одно событие. Значит, отказ Горсовета Благовещенска отправить в отставку своего мэра — второе событие. Концессия в Салаватском роддоме продолжается. Тоже событие. Учитывая, сколько было слов до этого, да, то есть... Потому что это очень отрицательно сказалось бы на инвестклимате. Ну, знаешь, зачастую у нас вот взять там историю с этим инвестором, господи, в Москве там... Да. Вот, как бы никого не волнует, когда начинаются реальные какие-то события, да, каков будет инвестклимат. Поэтому здесь, в общем, ну, несмотря на слова Леонида Рошаля и высказывания довольно жесткие, там, по-моему, Ради Хабиров высказывался, да, что типа там, что это за ерунда. Все нормально получается в результате, и концессия в роддоме будет продолжена. И обыски у бывшего вице-премьера Гурьева тоже все-таки важная вещь. Давай поделись своими впечатлениями. Это точно бушковат без коньяка. По моим данным, события недели, ну, по моей трактовке, это все-таки Хизб ут-Тахрир, потому что люди получили достаточно серьезные сроки. Все уже знаете, что в Вашингтонском районном суде состоялся приговор. Участники получили до 16 лет, по 8 фигурантов, по-моему, да? Да. 8 фигурантов от 11 до 16 лет — это достаточно очень большие сроки. Вот, сомнительное такое дело. За что конкретно хотелось бы знать? Кстати. За что конкретно, понятное дело, что по уставу члены Хизб ут-Тахрира не могут отрицать, что они являются членами этой партии. Соответственно, следовательно, очень легко находить фигурантов. А не может отрицать, что он не член партии. Он обязан признавать в суде, где бы он ни находился. Да, но они отрицают террористическую деятельность. Вот. Но тем не менее, считается, что организация террористическая... Она включена в список запрещенных. Да. Так, во-вторых, у нас все-таки, мне кажется, что события недели — это завершение следствия взрыва 2016 года на Уфа-Нефтехиме. Здесь опять все не так однозначно, как... Ну, я надеюсь, что будет целый судебный сериал, впереди суд. Опять же, никого из топов не привлекли, нашлись стрелочники, как всегда, каких-то инженеров, как всегда, каких-то там бедолаг нашли, которые стали козлами отпущения, на мой взгляд. Вот. А почему-то топов не привлекли. То есть, как бы, вы сами, наверное, слышали, и все читали в телеграм-каналах и так далее, что была изношенность якобы оборудования и... Отсутствие инвестиций в конкретную безопасность. Многие гости в этой студии об этом в первые же дни говорили, что да, отсутствие инвестиций именно в безопасность привели к этому. Не знаю, что будет впоследствии. Возможно, они делаются условными сроками. Но я напомню, там погибло 7 человек. Это была одна из самых ужасных катастроф на нефтезаводе. Вот. С последним событием недели, наверное, итогом недели, я поставлю вчерашний вчерашнее заседание в Советском районном суде, тоже к инвестклимату относящийся. Бизнесмену Денису Французову и его заместителю Дмитрию Воропаеву присудили по 3 года колонии строгого режима, насколько я помню. За что? Напомню, в 2017 году самарские предприниматели, когда еще было живо башкирское речное пароходство, оно находилось в стадии банкротства, они арендовали теплоход «Башкортостан». И это была такая как бы инвестиция, как бы казалось бы, что как бы вот пришли молодые бизнесмены, и они сейчас подымут речной флот Башкирии, как бы снова и все заплывет, и пойдут экскурсии, и пойдут туры по Золотому кольцу, и флот пассажирский снова возобновит как бы свою работу. Но не получилось. В итоге родилось уголовное дело, где было все, невыплаты зарплаты до дачи взятки, и в результате и там дали по 3 года. А как бы
Помыслы-то были бы благородные на самом деле, и очень жалко даже этих людей. Больше жалко мне, что дальше было с этим теплоходом. Его продали за долги, за какие-то 11 миллионов рублей. Вот следующий владелец... почему, кстати, не получилось? Не получилось? Да. Как они объясняли в своем паблике ВКонтакте, у них была большая группа из Перми туристов, и которые внезапно в последний момент отказались от тура, и как бы этот депозит то ли пришлось возвращать, то ли как бы на эти деньги рассчитывали, но в результате теплоход не вышел в навигацию, а были уже проданы некоторые там, по-моему, билеты там до Ростова, да еще куда-то до южных портов. В общем, люди стали обращаться за возвратом денег, некоторые писали заявление в полицию. В результате все это, как я говорю, все вылилось сначала в доследственную проверку там МВД, и в результате уголовное дело. Потом пароходство разорвало с ними договор фрахта в сентябре. Они пытались, как утверждает следствие, дать взятку одному из менеджеров БРП за то, чтобы не предъявлять полиции вот этот вот документ, подтверждающий разрыв отношений. Потому что они начали продавать туру на этот теплоход уже на 2018 год. Ну, это чистой воды уже была бы бумажняга. В результате, как бы, им дали по 3 года. Посмотрите на сайте Башмедиа подробности. Есть, как бы, коротко подмечу, один из единственных, наверное, выживших теплоходов 305-го проекта, это наша гордость, это теплоход Башкортостан. Сейчас он жив? Он жив, он не был распилен, он попал в частные руки, заботливые частные руки, которые хотели его выпустить в навигацию 2018 года. Уже как бы даже была намечена сетка туров, но в результате все было отменено, навигация не состоялась по той причине, что они новые владельцы, не смогли собрать пакет документов. Я не знаю, каких там страховых, ничего, вот что-то такое, не вдавались в них подробности. В общем, они не смогли чисто по бумажным причинам запустить этот теплоход. А сейчас он где базируется? Обещали на 19 год. Сейчас он находится где-то, наверное, на приколе в Уфе, то есть как бы в Затоне. Меня порадовал вчера, опять вернусь, вчерашней коллегии по Госкомтрансу, пресс-холл в коридоре Конгресс-холла стоял этот большой задник, на фоне которого дают интервью, там была фотография вот этого вот теплохода Башкортостана, который, бедолага, продан за долги, фигурант уголовных дел, и на его фоне там как бы... С гордостью фотографируется. С гордостью фотографируется, какие-то обещания светлого будущего транспортной отрасли, а тут, ну, в общем... Да не только отрасли в целом, а в жизни в республике, да? Это, кстати, символично очень прям. Говорится, ну, да, вот так вот. Так, что еще с событиями? Все? Ну да, скорее всего. Смотри, тогда я зачитаю, что нам до эфира Артем прислал в качестве своего события недели. Позволю себе озвучить, да. В 2019 году в Уфе отремонтируют 1600 подъездов. И я попал в эту программу. С гордостью скажу. Серьезно? Слушай, как да. в нее попасть? Я не знаю, как мы в нее попали. Ко мне пришел мастер участка. То есть ходили по подъездам, по квартирам, люди реально что-то там опрашивали? Нет, мы долгое время пинали администрацию Жакинского района, просили просто заменить пластиковые окна в подъезде. Долго это происходило, но, по всей видимости, мы доконали их, и мы попали в первую очередь. В один прекрасный день, это был месяц назад, ко мне приходит, приносит дефектную ведомость, дефектовку так называемую на СВМГ коммунальщиков, и как бы на, Дмитрий, подпиши. А там все обещано, начиная там от замены радиаторов, замены светильников и так далее, и так далее. Слушай, ты вникал вообще вот в процедуры? Все ли правильно делается? С точки зрения собрания жильцов, вот этих бумаг? Я тебе скажу так. Есть базовый пакет, из которого постепенно там что-то вылетело. Вылетели обещанные радиаторы, вылетели обещанные светильники, что-то еще, заграждения какие-то оконные вылетели. В общем, в этом базовом пакете остались там покраска, побелка, там, ну, то есть малярные работы, плитка на первом этаже, пластиковые окна, тамбурная дверь, замена, и козырек, и почтовые ящики. Это базовый пакет. На всех собраниях, как бы, вот у меня 21-е, я живу, допустим, у ЖХ Жакинского района, как бы, не под протокол объяснялось. Подписывайте то, что есть, то, что дают. Иначе вы вылетите из списка этого года. И, в общем, то есть капитальный ремонт, он не настолько и капитальный, да? Частично что-то меняется, а другие детали, которые тоже хотелось бы заменить, их не меняют. Понимаешь, очень сложно, оказывается, есть такие заговорки. Это же все делает рекоператор. У рекоператора есть своя программа, краткосрочная программа капремонта. Может быть, в этом доме запланирован
ремонт проводки. Я потому что в 2014 году прошел капремонт один из первых домов, который рекоператор капиталил. Это был мой дом. Мы заменили проводку. Ну, ты представляешь, что это из стены подъездной выдергивается так полностью весь этот стояк электрический полностью. Вот это все, там ВРУшка меняется, там полностью все, разводка меняется вплоть до входа в квартиру. Вот. Ну, нельзя же делать капремонт в подъезде косметический, а после этого менять проводку. Соответственно, нужно что-то одно сначала. Вот. Как бы поэтому у них с этим сложности. Ну, как бы еще раз говорю, вот есть, мне повезло, у меня хрущевка 4-подъездная, мне собрать 2/3 голосов я смог. То есть обязательно условие, кстати, 2/3 голосов. Не 51%. Вот. То есть реально голосов. Собрал? Да, реально собрал. Не по делу собрал. Это я специально, я говорю, для Госжилнадзора. Я собрал все подписи. А вот, допустим, я знаю, у Наташи Бауловой из «Коммерсанта», она также с такой бедой столкнулась. У нее, допустим, дом там Менделеева, ты же знаешь, вот эти вот огромные вот эти корабли, вот это вот здоровые по 10 там, подъездов, да. А я не представляю, как там собрание проводить. Вот, честно говоря, вот как там, ну, живет там, ну, сколько там в таком доме? Ну, 400 квартир, например. 400 квартир. Ты поди 400 человек собери, это вообще нереально. А минимум 2/3 надо? А минимум 2/3 голосов нужно. Слушай, а финансовая сторона как? Вот есть деньги из бюджета, грубо говоря, а софинансировать со стороны жильцов как? Там есть в протоколе 3 вопроса, очень коварные. 3 вопроса, где тебе предлагаются дополнительные услуги. Ну, то есть, что барин захотел, то на то ты можешь. Может, ты захотел люстру повесить в подъезде. Ну, ты можешь пожелать и скинуться, и вам включат в ценник, это вы можете хоть плитку до последнего этажа, пожалуйста, ради бога. Проблем нет, все за ваши деньги. Этот же подрядчик вам сделает тут же, сразу же. Еще один вопрос был, по-моему, об увеличении стоимости тарифа, вот этого, который мы 5,20, 5,80 платим рекоператору. Если вы хотите, вы можете себе еще и повысить этот тариф заодно, чтобы быстрее рассчитаться за капремонт. Ну, естественно, по этим вопросам надо голосовать против. Ну, то есть, резюмируя вышесказанное, разобраться вообще в этой теме можно обывателю? Обывателю? Смотря какому обывателю. Вот я то есть у тебя подготовка есть, наверное, в этом? Ну, я старше по дому, вот. Как бы, можно, конечно. Но, понимаешь, большинство старших по домам, представители Совета квартирных домов, это все-таки люди пенсионного возраста, и как бы с ними очень сложно. Я был, допустим, на встрече с главой администрации Орджоникидского района. Ну, иногда вопросы задаются просто неадекватные вот, по этой теме. Когда обозначена строго такая-то тема, а людей просто тянет вправо и влево, и им хочется высказать о наболевшем, о нечищенном на дворе, о неубранном там снеге, о там детской площадке, а у него задача конкретно вот такая поставленная. И вы в понедельник слышали сами, какой был разгон там, допустим, на аппаратном совещании у Хабирова, да. Кстати, я скажу, что мне кажется, что это мое мнение, что господин Киреев пострадал незаслуженно. То, что главы не ходят ногами по подъездам, ну, не господину Кирееву, наверное, отвечать за глав. Главы все-таки это самостоятельные люди. Они как бы ему типа доложили, что мы ходили. Да, а он как бы типа не проверил. Да. Ну, я не знаю, как бы, мне кажется, этот нагон был излишним. Ой, тема, конечно, такая объемная, что тут одной программой даже не отделаешься. А нам пора переходить к другой теме. Это заголовки недели. Начну с заголовка, который мне показался интересным. Пост обязывает. Радия Хабирова признали эффективным блогером. Коммерсант. Ну, опять же, коммерсант, да, и стиль сразу узнается, и, в общем, понятно. Ну, и содержание понятно, самое главное, то, что Ради Хабиров активен в разных социальных сетях, и, в общем, в некоторых рейтингах стал он уже занимать высокие места, но, правда, пока уступая там, мэру Москвы Собянину, Кадырову. Скажи мне, а он сам пишет, как ты думаешь? Мне кажется, что иногда он участие принимает в некоторых постах, в написании некоторых постов. Но, наверное, не всегда. Ну, уже это еще со времен Красногорска идет в ВКонтакте, и, по-моему, да, и да, Facebook. Как только он стал главой Красногорска, он завел, по-моему, одновременно Facebook и Инстаграм, а остальное позже. Там понятно было, что он сам писал. А здесь-то он сам пишет. Мы помним, что и Хамитов в первое время сам писал, а потом стиль резко изменился. Угу. Ну, слушай, по поводу стиля, по-моему, у Хабирова все так же, как все было в самом начале. А ты думаешь, легко подделать стиль человека? Ну, допустим, это возможно. Умелым копирайтерам, в общем-то, это доступно, на мой взгляд. Так, и сразу прочитаю еще одну цитату недели, которую нам прислал Артем Валиев, еще один наш потенциальный участник эфира. Заголовок, точнее. «Большой хапок в Башкирии. Расследование началось». Правда, к сожалению, он не указан.
показал, чей это заголовок. Давайте мы уточним, что это серия публикаций Рамиля Рахматова, нашего коллеги с газеты «Профубонус». Это заслуженно выстрадано его расследование. Это вот действительно расследовательская журналистика. Многие ему тогда не верили, многие были сомнения. Я скажу, что я тоже сомневался в некоторых фактах. Но на самом деле, как мы видим, Рамиль Рахматов обладал заслуженными доверия источниками. И действительно, все так получилось. Господин Гурьев под домашним арестом. Многие фигуранты его расследовательского дела находятся сейчас тоже в не очень Под следствием, как минимум, да. да. То есть аресты не везде есть, но следствие точно ведется. Так, а у тебя что? Я не нашел заголовка, который заслуживает просто моего внимания. То есть вообще решил этот вопрос оставить. Ладно, тогда у нас есть еще одна рубрика, это цитата недели. Я, значит, что тут решил озвучить? Прямо взял даже не одну. Дело в том, что у нас в гостях в программе «Персонально ваш» вчера был политолог Дмитрий Михаличенко. И, в общем, я с ним общался, и мне эфир показался довольно интересным. Я прям взял несколько цитат. Значит, Хабиров любит слово «дожимать». Так вот, дожимать надо не людей, а всех этих олигархов. Это первое. Нужно четко понимать, кто такой глава региона на шахматной доске. Он в лучшем случае пешка. Дело в том, что вот эта вторая цитата, она характеризует возможности и ресурсы глав регионов в целом, не конкретно Радия Хабирова, в вопросах решения каких-то таких глобальных вещей, где задействованы там условные олигархи, да, какие-то крупные миллиардеры государственного уровня, которые владеют какими-то активами. Просто хочу дополнить. Смотри, возвращаясь к аппаратному совещанию в понедельник, господин Хабиров повысил голос на своих подчиненных, там, на Ленару Иванову, там, на господина Киреева, господина Забельского. Я бы очень удивился, если бы он, допустим, хотя бы заочно поругался на главу ГМК, там, Искандера Махмутова, да, допустим, который косвенно немножко все-таки виноват в ситуации с Сибирским карьером. Косвенно ли? Это вопрос, опять же. Это все-таки его хозяйство, это его предприятие, он его владелец, он несет за него ответственность. Уважаемый ученый Марс Сафаров в нашем эфире, он высказался довольно однозначно, что это прям прямая вина тех, кто этим владеет. А почему же тогда... Почему же, да, его главы, допустим, да, не... Почему стрелы от него не полетели в Екатеринбург там, или в Москву, где находится штаб-квартира УГМК? Почему так? И еще одну цитату Дмитрия Михаличенко попрошу нашего Никиту Полянина включить, чтобы послушали вживую. Медовый месяц Хабирова, вот он закончился в Сибае. Всякие тролли пишут, соцсети мне, но это же не хабировская проблема, это же при Хамитове был. Вот он пусть там в администрации президента объясняет, что это вот не моя проблема, это не мои только заслуги. Твиттер у меня хороший, Инстаграм. У тебя есть что на эту тему? Это был Дмитрий Михаличенко и одна из его цитат, которую я взял в рубрику «Цитаты недели». Дмитрий, поделись, что у тебя? Я слушал вчера этот эфир, я со многим соглашусь с господином Михаличенко, да, и соглашусь с тем, что с его посылом, таким месседжем, что в регионе балом правят все-таки олигархи, а не чиновники. Не региональные, причем, а такие федерального уровня. Да. И мы видим это на примере Сибая просто. Вот. То есть везде почему-то в сибайской истории, если помните, первый приезд, у него была такая фраза, когда он дал разгон всем, он сказал: вы хотите, чтобы я сюда господина Казицына привез? А это директор, он топ-менеджер просто. Как бы, господин Казицын только наемный менеджер. А если бы он господина Махмудова привез, это совсем была бы другая история. Ну, вот так вот. Артем Валиев привел свою цитату. Радий Хабиров о повышении платежей за вывоз мусора. Цитата. Сказал 70, значит 70. Отлично. Хочу заметить, что с уходом Ирика Юлава у нас цитатник поменялся. Мы больше теперь цитируем господина Хабирова. Да не просто больше, а фактически целиком и полностью. Фат Мустафин как-то не блещет яркими цитатами. А вот все-таки господин Юлав, надо дать должное, на аппаратных он просто кладезь цитат был. Слушай, может быть, всему свое время Ирик Юлав ведь первые годы тоже не то, что не блистал, вообще не слышно было. Первого года у него не было трансляции в эфире тогда. Я помню, что я с 2006 года ходил на аппаратные своими ногами, надо было вставать в 7 утра. А когда появились просто трансляции, настолько все облегчило всю эту жизнь, да? Расслабило. Я тогда тоже, с своего позволения, скажу цитату из Хабирова. Давай. Ваши извинения я слышал. Они невнятные. Ну, то есть тут тоже какая-то кадровщина. И как бы я думаю, что господин Авзалов
который, как вчера Михаличенко выразился, он впитался как губка уже весь этот негатив в Сибай. И Поэтому выгодно его держать. Не то, что выгодно, а какой смысл его менять? И коней переправить не меняют. По поводу, как ты говоришь, кадыровщины, ну раз это работает, да, значит, это все начали брать на вооружение в других регионах в том числе. Так, ну что, у нас буквально остается, я не знаю, 40 секунд. Ты еще хотел высказаться по одной из тем, которые мы озвучивали в начале. Или уже не успеешь? Ну, давайте по Уфимке пройдемся. Я думаю, что очень многие на этой неделе просто подняли панику. На самом деле, челябинцы будут черпать воду вверху Уфимки, а там все-таки не там у нас Павловское водохранилище набирается, оно набирается из горных речушек, типа Юрезани, там и мелких. Юрезань, там да, то есть каких-то подводных, видимо, источников. То есть то, что 120 миллионов там заберут челябинцы. Вы знаете, что Уфимка в Верховье выглядит просто как сеть. Целые нитки там. Горных ручьев. Да. Поэтому мы просто, я думаю, не почувствуем этого забора, на самом деле. То есть паниковать не будем, все хорошо? Тут нет паники, да. Кстати, сегодня в утреннем эфире у нас был Расих Хамитов, руководитель Башнедра. Он вообще сказал, что у нас с водой, в принципе, все в порядке. Просто надо в белой, чтобы, если мы хотим, чтобы не было островов, надо, да, работать с руслом. Раньше это делалось, а сейчас делать некому. Поэтому, соответственно, вместе с водой песок наносится, и река становится мельче. Ну что ж, время программы «Редколлегия» тем временем незаметно подошло к концу. Я благодарю моего, к сожалению, одного гостя, обозревателя портала Башмедиа Дмитрия Колпакова. Всем спасибо, кто был с нами, и до свидания. Всего доброго. Никакого секрета.